Здравствуйте! Главные врачи Якутска сегодня на своем совете рассмотрели итоги работы специальной комиссии, которая оценивала качество работы поликлиники и больниц города Якутска за последние 3 года. Сразу скажу, что в полном объеме представить документ по результатам этой проверки практически невозможно. Настолько много критериев, которые используются при оценке этого самого качества. Однако ключевые из них все-таки отметить, выделить возможно. Сами медики относят к этим ключевым показателям показатели демографические. Если конкретнее, то речь идет о росте рождаемости, естественном приросте населения города, снижении младенческой и перинатальной смертности. Вообще снижение вот этих показателей, именно стандартов по перинатальной и младенческой смертности у нас идет по всем почти лечебно-профилактическим учреждениям, да? Но вот особенности МАРХа у нас вообще не зарегистрировано, ни одного случая. Так, а если взять другие показатели, то, потому что у нас качество медицинской помощи – это как бы совокупность признаков, факторов, да? По укомплектованности у нас улучшение идет, по врачебным кадрам это городская больница номер 2, улучшение идет за 2005 год, это городская больница номер 5 и Мархинская больница. И по среднему медицинскому персоналу положение улучшилось по Мархинской больнице и по поликлинике номер 5. Городская больница номер 2 не выделяется на фоне остальных подобных учреждений города. Зданию 40 лет, в этом году муниципальный бюджет изыскал средства на усиление медицинского. 16 тысяч человек пользуются услугами этой больницы. Стационар больницы примерно на 70% заполняется больными для плановой госпитализации. Это ветераны, в том числе и из улусов республики. В 2005-2006 годах вторая больница получила флюорографическое оборудование, которое сейчас установлено уже в Маганском филиале, холодильные контейнеры для детского отделения, а до конца этого года ожидается поступление еще электрокардиографа. В этом году жалоб на работу коллектива второй больницы не было, а за прошлый год пациенты больницы написали 4 жалобы, 2 из которых были признаны комиссией обоснованными. Один из совокупных показателей качества, он так и называется, качество лечения. Так вот, самый высокий коэффициент комиссия выставила городской больнице номер 3. А если зайти с другой стороны, взглянуть на эту же самую проблему качества лечения, то, я имею в виду с точки зрения пациентов, то наиболее худшие показатели, показали по количеству жалоб, которые поступили в городской комитет здравоохранения, показали коллективы поликлиники номер 1, Министерства здравоохранения и городской больницы номер 4. Хотя я, честно сказать, отношу это не столько на какие-то упущения, просчеты, может быть, недочеты двух этих коллективов, сколько на социальную, я бы так сказал, активность пациентов именно двух вот этих лечебных учреждений. А вот какие рекомендации теперь рекомендовал Совет главных врачей и комиссия для того, чтобы улучшить, повысить качество обслуживания медицинского в наших городских учреждениях здравоохранения? Дальнейшее улучшение профилактической работы, и в рамках национального проекта этому уделяется большое внимание. Улучшение работы участковой службы, улучшение работы медицинской помощи на дому, увеличить активность посещения врачами на дому. Дальше улучшение, конечно, уровня врачей, имеющих категории, и уровня врачей, имеющих сертификаты. Это тоже в дальнейшем нужно дальше работать. У нас на сегодняшний день улучшилось положение по категорированности, сертифицированности врачей первичного звена, это участковые службы, да? Это участковые терапевты, участковые педиатры, медицинские сестры, врачи общей практики. Но пока еще недостаточная ситуация, недостаточная по сертифицированности, категорированности врачей других специальностей по амбулаторно-поликлиническим учреждениям. Также мы планируем создать координационный совет по качеству медицинской помощи. Это будет одним из предложений, да, по итогам нашего совещания для координированности действий и для выработки единого подхода к оценке качества медицинской помощи и для обмена положительным опытом. В любом учреждении, в каждом учреждении есть какие-то свои, если так сказать, свои ноу-хау или изюминки, да, по улучшению качества медицинской помощи. Вот для этого мы и планируем создать такой координационный совет.
И также хотим поставить вопрос, в дальнейшем при автоматизации рабочих мест, всех рабочих мест лечебно-профилактических учреждений надо разработать и внедрить программу автоматизированной оценки качества медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях. Это тоже нужно сделать для единого подхода и для достоверности статистических данных. После рассмотрения итогов работы специальной комиссии Совет главных врачей вынес и свои предложения, свои пожелания. И одно из ключевых – это в дальнейшем учитывать при оценке качества медицинского обслуживания, медицинских услуг мнение все-таки пациентов. Наподобие того, как это сейчас, с этого года, делается роженицами при оценке услуг, которые они получают во время родов путем так называемых родовых сертификатов. Я совершенно отдаю себе отчет в том, что многие, если не большинство из горожан, в общем-то, недовольны качеством медицинского обслуживания. В общем-то, есть объективные, есть субъективные причины этого. Мы о них не раз уже говорили, не раз рассказывали. Как, впрочем, и о том, что какие усилия предпринимаются как федеральными, так и муниципальными властями для того, чтобы это качество все-таки продолжало дальше расти. И вот эта работа этой комиссии, ее рекомендации, еще один шаг в том же направлении. До свидания.